Так, по слайдам у нас есть дистанционное? Так, Николай Николаевич, если вы не против, 10 минут отлично, мы больше на вопросы внимание ставим. Хорошо, я оперативно расскажу, чтобы вы регламент содержали. Меня попросили о рабочих профессиях сегодня рассказать, поэтому акцент сделаю на этом значимом блоке, учитывая, что, как правило, на производстве соотношение инженерно-технических работников и рабочих профессий 1 к 10, и сейчас уже с учетом автоматизации, да, может 1 к 20 доходить. Вот смотрите, для чего эти показатели? Хочу ваше внимание обратить. Вы, наверное, все интересуетесь экономикой, что происходит в стране, в других регионах. Да, спасибо, поэтому, надеюсь, давайте мы друг друга выслушаем, а потом перейдем. Поэтому давайте я все-таки уважаемые, мы уже обсудили ваши вопросы. Пожалуйста, уважительно относитесь ко всем. Мы вам давали слово, вы сказали. Все. Пожалуйста. Уважаемые, мы вас послушали. А можно спрошу, кого-то интересует информация о промышленности? Спасибо, я прислушаюсь к большинству, а потом, наверное, организаторы придут и к вашему вопросу. Давайте быть уважительны друг к другу. Хорошо? Будем уважительны друг к другу. Друзья, еще раз вернусь к истории, да, то есть что у нас происходит сегодня в экономике и в промышленности. Освободите помещение, не мешайте работать. Мне очень интересно, но нужно разговаривать по теме, о проблемах труда. Спасибо. Давайте как раз поговорим о проблемах и о том, как мы эти проблемы решаем. Вот, друзья, все прекрасно знают, с какими вызовами мы столкнулись в прошлом году, а вот эти вот цифры – это результат труда наших людей на производстве. Что стоит за этими цифрами-то, да, вот? И обратите внимание на позиции, которые наша республика сегодня на Дальнем Востоке и в стране занимает. Мы вышли в топ-3 уже не только по отдельным, да, позициям, а по ключевым отраслям нашей промышленности. Мы вышли по нефти на первое место на Дальнем Востоке, по газу на второе. По углю мы вошли в тройку наших угледобывающих регионов страны. По золоту в тройке уже который год подряд, и советские рекорды уже кратно побили. Что это нам все дает? Это как раз и создает нам рабочие места и решает многие вопросы, которые мы пытаемся с вами сегодня и поднять наверняка, да, и они будут и злободневно. Это замечательно, что мы их будем обсуждать, а самое главное, может быть, многие уже и решаются успешно, в том числе в промышленности. Поэтому, посмотрите, создано в прошлом году 2267 новых рабочих мест. Еще чуть будет уточнено. А обратите внимание, сколько еще будет создаваться. Вот Ильгинский угольный комплекс. Почти 20 тысяч новых рабочих мест. 20 тысяч человек сегодня уже могут учиться, могут переобучаться, могут входить в систему наставничества, могут направляться студотрядами, могут направляться на практику, да, только на угольные месторождения. Компания «Колмар» сегодня. Здесь вот новые рабочие места, я вам так скажу, там порядка на обогатительные фабрики сегодня... Татьяна Сергеевна, по-моему, около 800, да, рабочих мест, последний раз генеральный директор говорил. 800 рабочих мест. Сегодня есть. Где вот тут там проблемы? Вот давайте этим людям как раз расскажите. Вот рабочие места, о зарплатах я сейчас чуть позже скажу. В прошлом году, несмотря на те вызовы, еще раз повторю, которые в стране были, не забывайте об этом. Вся страна развернулась, пришлось разворот на восток сделать. Восточный полигон железных дорог был забит, а нам наши грузы надо было возить, потому что за этим стояла зарплата людей. Елена Виссарионовна, как никто об этом знает. И стояли доходы и налоги нашей республики. А у нас при этом открывался новый разрез, Схилавский угольный разрез, там более 6 миллионов тонн будет добываться. Это опять-таки, да, многие сотни рабочих мест. У нас начало развитие, видите, освоение, подходим, да, уже к освоению месторождения «Прогноз». Севаглинская железнодорожная. В этом году повезем первую руду. Вы помните советскую историю времени? Вот мы к этому пришли, Николай Николаевич. Это же мы вместе с вами делаем. Наши же люди сейчас на производстве до этого добиваются. И многие из них члены профсоюзов наших различных. Сейчас вот может появиться, видите, железнодорожный уже профсоюз. Надо об этом, металлургию, да, войти. Строятся новые фабрики, друзья. Это все делается у нас в республике. Посмотрите по потребности. Я вам сказал только вот о следующем году, и вот мы здесь с Министерством труда, соответственно, очень плотно и с Госкомзанятости работаем. А перспектива у нас почти 9 десятков тысяч рабочих мест для наших людей. Если соотношение брать, большая часть – это рабочие профессии. Вы видите, да, то есть 10% к 90% соотношение.
Сейчас о зарплатах тоже подойду, да, и условиях жизни обязательно скажу, потому что мы о человеке труда говорим. Обогащение. Об обогащении я вам уже сказал на примере одной, ну вот ЗИФ в том числе, у золотодобытчиков. Автомеханики, водители, машинисты экскаваторов, водители большегрузных автосамосвалов, нефтегазовая промышленность, маршейдерское отдел, эксплуатация нефтегазопроводов. У нас сегодня только вдоль Сила Сибири предстоит газифицировать 30 населенных пунктов. Кто это будет делать? А я вам скажу, результаты прошлого года, договоренности главы республики с руководством «Газпром» на строительство газопроводов к нашим селам, на строительство внутрипоселковых газопроводов, на эксплуатацию внутрипоселковых газовых сетей вдоль Сила Сибири будет привлекаться наша местная компания. Здорово, здорово. Это значит 100% внимания местным кадрам и зарплата нашим людям. И налоги здесь все будут. Дальше. Давайте посмотрим, как мы прирастаем по обучению, можно ли еще куда-то идти. Да, вы видите, контрольные цифры приема. Здесь вон недавно, несколько дней вместе с Министерством образования провели, с присяжным Михаилом Юрьевичем, обсуждая, да, эту историю. У нас как кратно прирастает контрольные цифры приема по специальностям СПО, по высшему образованию в том числе. Но здесь госкомзанятости наши, какую работу проводит и будет проводить Лена Виссарионовна, да, по переподготовке. Потому что сегодня люди видят и проходят эту переподготовку в самых различных инстанциях. И при госкомзанятости, и при УПК, и при колледже в том числе. Причем наши колледжи, здесь я просто отмечу, за последние десятилетия, как и с приходом команды Арсения Сергеевича, кардинально преобразовали свою систему и подход к образованию. Сегодня в очереди стоят именно работодатели. Максим Викторович, одна Я минута. завершаюсь. И вот, смотрите, среднемесячная зарплата. И это не просто так цифры. Вот только что, будучи на производстве одной из компаний, подходим, водитель погрузчика. Приглашаем выйти, проговорить, сколько заработная плата. Он работает по вахте, это наш местный кадр, ему удобно по вахте, 45 на 45 дней. За месяц у него выходит заработная плата 200, менее 200 он не получает, 230 где-то. Здорово? По-моему, да. Позвали водителя большегрузного самосвала, тоже та же самая история. А плюс еще 1200 за сутки, потому что вахтовый метод работы. И так несколько, и многие другие люди. В этой компании, в нескольких, да, то есть менее 100 тысяч рублей на руки сегодня нет зарплаты. Вот эти суммы, это вполне понятно для всех. Не говоря уже о тех льготах, которые мы пытаемся прописывать в наших региональных законодательных актах, а это сегодня есть в коллективных договорах, это работа очень серьезная профсоюза. Дальше. Я просто хочу немножко фотографий, посмотрите, и подходы, да, развитие. Когда у нас сегодня на месторождении Тасюряк нефтегазодобычи в вахтовом поселке для рабочих наших людей есть замечательный бассейн. Когда сегодня в поселке Касылсыр есть 2 замечательных поселка у компании Сахатранснефтегаз и ЮИТЭК для местных специалистов. Когда сегодня Селегдар под Нижним Куранахом строит отличнейший поселок для своих работников. И таких примеров, как сегодня, Нижний Куранах, да, то есть там, где сегодня... Что? над Алдадом, через дорогу, да. То есть, поэтому таких примеров масса. Уважение к человеку труда есть, столовые, труд, профсоюзы тоже здесь очень активно работают. И самое главное, что это видят и понимают ветераны, да, труда. Если бы не было будущего, не было бы нормальной зарплаты, условий труда, не было бы ветеранов, которые говорят такие понятные, доступные абсолютно слова о том, что производство нужно и можно работать там. Спасибо. Солярки сейчас сколько стоит? Спасибо. А я вам другой пример приведу. Мы уже неоднократно отвечали, но еще раз повторю. Он не является животрепещущим, как вы говорите, для всех. Здесь вопрос развития переработки как такового, продукции, которая у нас производится. И мы уже обозначили, что для того, чтобы это происходило, нужно перерабатывать на сегодняшние условия порядка 2 миллионов тонн нефти. У нас такого объема потребления в республике нет. Логистика крайне сложная. Поэтому мы пошли другим путем по поводу топлива. Это газоперерабатывающие заводы. Есть замечательная история Алданский промышленный кластер сегодня, который воплощается. Есть история по строительству заводов СПГ. Просто в рамках этого форума сейчас не получится рассказать, но эти истории сегодня активно воплощаются, мы идем. Внимание на топливо. Солярка хорошо, переводите машину на газ. 90% субсидия сегодня идет от республики. 90%. Еще раз, есть различные
варианты, как и на что можно перевести. Если хотите техническим процессом, с удовольствием расскажу. Дальше цена, соответственно, более чем в 2 раза. Даже сегодня с учетом роста, как дизель вышел, вырос в 3 раза дешевле. Кратко так. Спасибо. Да, пожалуйста. Да, спасибо. Я не судья, чтобы судить о вопросах справедливости. Скажу так, что законы рынка как раз и диктуют спрос на кадры. Если сегодня этот спрос, с учетом дефицита и роста потребностей в кадрах, говорит сам за себя, то, соответственно, компании вынуждены сегодня поднимать заработную плату, чтобы люди к ним приходили на производство. И в том числе отмечу, Елена Виссарионовна, если не ошибаюсь, порядка вот эту работу, которую правительство проводит, да, и госкомзанятость, у нас там четверть по привлечению в рамках местных кадров промышленности, это жители сельского хозяйства, правильно? Сельских территорий. Четверть, друзья, четверть. Дальше касаемо я ответил на вопрос. Дальше, это третий вопрос будет после кого-то, можете его тоже задать. Дальше, по поводу иностранных граждан и кому что там распределяется, да, то есть у нас сегодня законодательство, в том числе Российской Федерации, не запрещает и лично вам стать акционером любой компании, акции которой котируются на московской бирже. Никто сегодня и вам, и любому жителю нашей страны этого не запрещает делать. То же самое, как не запрещает, и вы слышите тоже и высказывания первых лиц нашего государства о том, чтобы иностранные компании, иностранные граждане были акционерами нашей компании. Почему нет? Пусть они вкладываются в нашу промышленность, пусть она развивается. Касаемо того, что доходы не туда уходят, извините, даже находясь здесь, нужно понимать, что когда строится что-то на налоги или появляются замечательные площадки у нас с вами, да, или ремонтируются дороги, это происходит на налоги, которые в первую очередь от промышленности. Валовый региональный продукт более 50%, это промышленность составляет. Плюс, соответственно, он обеспечивается энергетикой и формирует спрос на социальные товары, услуги, больницы, детские сады и так далее. Более 100 тысяч человек занято в промышленности. Поэтому Спасибо. Любой человек может участвовать и быть акционером нашей компании. Спасибо. Максим Викторович, спасибо за информацию. Перед нами предстоит достаточно много работы, в том числе, как вы сказали, в этом году у нас отраслевое соглашение по золотодобытчикам, да, и еще раз хочу сказать спасибо, буквально, когда у меня был публичный отчет, по Эльгауголь у нас разрешилось под вашим воздействием и совместно нашей работе, но пока у нас остается открытым полюс Алдана. Я думаю, что уже в скором времени вы соберете и отраслевой профсоюз, и мы эти вопросы решим. Спасибо.